причинении вреда человеком в отношении планеты Земля. Обвинитель Концесветова. Защита Марк Терезова. Садитесь. Просим вас быть свидетелями данного судебного процесса и отнестись к этому серьезно. У вас есть возможность внести свой вклад в это дело. Ты несешь? У тебя все дома? Короче, кого мы сегодня приговариваем в высшей мере? Человечество. Серьезно? А мы до обеда-то хотя бы успеем, а то там очереди такие столовые. Незнание основных законов природы, халатное отношение к окружающей среде, умышленное причинение вреда экологии, и это лишь малая часть негативного воздействия человека на планету. Что? Лишь малая? А что еще что-то есть? Ну, есть еще и неизбежные жертвы. Например, вырубка леса на дрова замерзающим северянам или применение химических удобрений для прокорма перенаселенной Азии, загрязнение воздуха там же из-за перепроизводства игрушек для европейских и американских детей. Что ж, в таком случае выносится обвинительный приговор. Я протестую! Ну да, конечно. Просто не может быть вот так быстро и просто. Что? Уважаемый суд, я не займу у вас много времени. Обвинение в том, что человек является главным злодеем по отношению к экологии, не имеет никаких оснований. Вы посмотрите, это же люди, мужчины, женщины, дети. Разве они похожи на злодеев? Да и вообще, о каком предумышленном причинении вреда может идти речь? Я выступаю за невиновность человечества. Вот оно что. Ну тогда все. Дело решено, обвинение снято. Подождите, но мне же даже не дали зачитать обвинение! Протестую! Это все ваши штучки, чтобы затянуть процесс до бесконечности. Да ладно, пусть зачитает, если ей так лично важно. Уважаемый суд, уважаемые свидетели данного процесса, сегодня я докажу, что человечество виновно в нанесении вреда планете Земля. Представляю вашему вниманию свидетельство вины человека. Вам, наверное, всем не терпится узнать, какие такие свидетельства мог предоставить такой симпатичный адвокат. Вообще-то нет. Хорошо. Что у вас есть доказательства обвинения? Люди создают атомные бомбы, строят бесконечные фабрики и заводы, загрязняющие нашу окружающую среду. Ведут разрушительные не только друг для друга, но и для всей нашей планеты войны. А также лично каждый из вас виновен в нанесении вреда. Брошенные упаковки, бутылки, перерасход воды, регулярное использование химии. Так, секундочку. А как же установленная во многих странах система сортировки и переработки мусора? Мы вашу систему сортировки и переработки мусора на каждом шагу видим. Так, секундочку. Мы устраиваем акции, флешмобы, мы снимаем ролики. Мы делаем все для того, чтобы привлечь общественность к данной проблеме. Да-да, ту общественность, которая на диване сидит, а бумажку до мусорки через раз доносит. И вообще, все эти ваши флешмобы, акции, митинги, на них люди один раз в год выходят, а все остальные 364 дня все остается как всегда. И такое халатное и безответственное отношение к природе остается безнаказанным уже который век. Человечество уже заплатило за свою халатность. И чем же? Жизнью и здоровьем. Да и вообще, если мы здесь что-то еще добавим, то получится что-то вроде двойного платежа. Логика та еще, но над этим стоит поразмыслить. Да и вообще, время идет, прогресс не стоит на месте. Те же стиральные машины были созданы не сколько для удобства, а сколько для экономии воды. И для достижения цели благополучия необходимо какое-то время чем-то жертвовать. В таком случае послушайте-ка меня. Так это вы меня послушайте. Итак, дамы и господа, приговор в ваших руках. Не дайте собственной лени и халатности повлиять на положение дел в экологии. Принимайте решения, исходя из того, что вы сами считаете
считаете правильным и необходимым для всех. Hey boy.
Tony Steve, oh, I'm a wild boy, and Johnny, oh, yeah, position one head top, them a pin it to the ground and spread out and split well. 6:30 at last year dance, 31 done from 2 down to 6 well. For the new year, all of me gal them be do this. I'ma wash you out.
подошел к концу наш сегодняшний концерт. Мы выражаем огромную благодарность за то, что сегодня вы были с нами. До новых встреч!